хочу всех участников митинга предупредить об ответственности, которую нас предостерегают граждане полицейские, о том, чтобы мы не залезали ногами на скамейки. Почему-то они думают, что мы обязательно должны это сделать. Не надо лезть на памятник Куратова, как это делали правозащитники в прошлый раз, 10 числа. Ведите себя культурно, будьте трезвы, вежливы. И кто-то, если хочет сказать слово, пожалуйста, подходите к организаторам. Мы всем дадим выступить на этой театральной площади, которая стала... которая стала нашей Сыктывкарской Манежкой, которая стала нашей Триумфальной площадью, которая стала... Ну-ка, поправьте, Раз. Нормально, да? Сейчас нормально? Да. Которая стала синонимом полицейского беспредела, которая стала синонимом разгона мирных людей, которая стала синонимом фальсификаций, которые достигли чудовищных размеров. Поэтому наш митинг, который посвящен девизу «За честные выборы, за честную власть», объявляю открытым. Эти выборы были сопровождены еще чудовищными не только фальсификациями, но и административными давлениями. Когда приходили разные распорядки в университеты, в институты, говорили, как должны голосовать студенты, приезжали на работу сотрудники в штатском, спрашивали, много ли у вас оппозиционеров, заводили дела на якобы экстремистов и молодежь, на анархистов, на националистов. Это разве не давление? Это разве не преступление? Вот так вот власть, подготовившись, хотела взять, наверное, 90%, а может 99%, как голосуют в Дагестане или в Чечне за Единую Россию. Но она просчиталась. За Единую Россию отдали голоса всего лишь 20%. Это реальная статистика. Из них это 10% так называемые бабушки-зомби, которых зомбируют каждый день с телеэкранов, которым обещают повышение пенсии, которым обещают, что они войдут в класс привилегированных пенсионеров, что они дети войны, там, внуки войны и так далее. Обещают им золотые горы. Этим бабушкам осталось немного. Они проживут, там, пускай 5-10 лет, дай бог им хорошей сладкой старости. Но молодежь останется. Вот молодежь, которая ходила на выборы, она дала свой голос не Единой России. И почему эти бабушки решили за них все, как нужно жить, все будущее решили за них, по сути, этой молодежи. Вторая категория граждан, которая входит в двадцатку, 20%, которые голосовали за Единую Россию, это безвольные овощи, которые работают на бюджетных предприятиях, которых заставили с утра пойти на выборы, сфотографировать на сотовый телефон свой бюллетень с галочкой напротив Единой России и отослать своему начальнику. Третья категория граждан – это Кавказ, который купается в деньгах, в наших с вами деньгах, в нефтяных долларах, в газовых долларах. Потому что посмотрите, что у нас происходит с дорогами, что у нас происходит с жилищно-коммунальной сферой. Она в упадке. Специально заказали несколько дел на жилищно-управляющие компании, но они не виноваты, эти ребята. Посмотрите, их всех отпустили. Виновата власть, которая сверху сидит. Нам показывают, что виноваты начальники ЖЭО и РЭО. Опять кидают народу, показывают врагов, которых нету. И когда прошли выборы, всем стало ясно, что фальсификация достигла чудовищных размеров. И народ попытался выйти и сказать это власти. 10 числа здесь произошло второе преступление. Люди собрались на мирное собрание сказать властям, сказать
тройке, этому тандему, сказать, хватит нас обманывать. Вы воруете у нас деньги, не платите нам пенсии. Я считаю, что земля, на которой я стою, дала мне две самые главные для человека вещи. Это жизнь и любовь. И я не верю, что эту землю настеляют в основном плохие люди, которые недостойны того, чтобы жить хорошо. Поэтому я за правовое решение вообще любых вопросов и не хочу никаких беспорядков в стране. Поэтому я призываю, в том числе и власть, услышать нас, понять и пойти нам навстречу. И действительно добиваться правового решения вопроса. Выяснять действительно, где были фальсификации, в каких количествах. И чтобы было справедливое решение судов, законное, единственно законное. Потому что я, извиняюсь, я буду читать, у меня много. Уважаемый Вячеслав Михайлович, я писала от себя, поэтому от себя и обращаюсь. Прожив не очень много лет, я с позиции своего скромного опыта могу сказать, что человеку для счастья не нужно на самом деле много. Ему нужны две вещи, которые он в состоянии обеспечить себе сам. Это любовь и желание и умение работать. Еще ему нужны две вещи, которые должны быть обеспечены государством. Это достойная оплата любого труда, так как право на труд – это необходимое условие, которое должно быть создано государством для человека. Последние десятилетия люди не стремятся заниматься тем, что им близко и хорошо у них получается, так как в основном большинство профессий на сегодняшний день попросту достойно не оплачиваются. Эти десятилетия породили профессии, которые носят статус позорных. Разве это справедливо и правильно? Разве какой бы то ни было труд может быть позорен? Разве люди, которые убирают грязь, создавая для нас комфорт и уют, не заслуживают в наивысшей степени уважения? Разве люди, которые обеспечивают нам комфортные условия для проживания, должны считаться низшим слоем общества? Разве исконно талантливые художники, музыканты, ученые должны стать плохими юристами и плохими экономистами только потому, что последние более уважаемые и зарабатывают больше? Нет, этого не должно происходить. Следующее, что должно дать государство человеку, это чувство защищенности, которое может дать только осознание человеком власти закона. Это когда человек точно уверен, что закон, как того требует Конституция, един для всех. И люди, декларирующие и обеспечивающие законность, занимаются прямым исполнением своих обязанностей, а не чем-либо иным. Это когда человек точно знает, что, обращаясь в правоохранительные органы, он действительно получит помощь, а не проблему, и не увидит лица, которые лишь жаждут получать за счет его налогов отнюдь не маленькие зарплаты, а по его обращению выносить только неправомерные и глупые отказные. Это когда человек приходит в администрацию для реализации своих законных прав и не слышит там, может быть, когда-нибудь в другой жизни, а видит сочувствие, понимание и ощущает реальную помощь. Я хочу, чтобы каждый сотрудник правоохранительных органов сейчас вспомнил, что он давал присягу, что он давал клятву. Эта клятва начинается словами: «Я торжественно клянусь служить народу и государству, не наоборот и никак иначе». И задумался, что же он творит. Люди собираются на митинги и пикеты по двум причинам. Первое – это их конституционное право. Второе – на сегодняшний день это их желание, чтобы их услышали. Услышали те, кому они доверили управление, те, кому они доверили свою жизнь и будущее своих детей. Те, кто им в этом торжественно клялся. Давайте отбросим лицемерие и будем честными друг перед другом. Город пестрит разговорами, что по школам, институтам ездят сотрудники правоохранительных органов и запугивают отчислением детей, которые участвовали в митинге или просто высказали свою точку зрения о произошедших в стране выборах, не совпадающих с отчетом ЦИК. Я хочу спросить вас, правда ли это? 4 числа я еще раз всех приглашаю сюда подойти. По поводу фальсификаций, которые произошли на недавних выборах в Государственную Думу. Впереди выборы президента.